этот режим все равно не устоит. Мы уже долгие годы боремся. Мне пишут, что как же так, вы так долгие годы боретесь, результата нет. Результат есть. Но для того, чтобы мы победили, нужно, чтобы изменилось сознание людей. Не может один человек поменять режим. Меняет режим люди, объединившие сотни тысяч людей. И если сейчас эта власть не сменилась, то только потому, что наши люди еще не были достаточно активны, не создавали нужное количество ячеек. Сейчас у нас вот буквально за короткое время, теперь уже количество ячеек резко выросло, стало 509 ячеек. Я уже говорил, что нужно 4000 ячеек или 20 тысяч активистов. Давайте мы снова и снова вернемся к нашим требованиям, которые кто-то считает популистскими, но я говорю вам как экономист, который признан не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны, что все эти требования, можно их выполнить очень легко за 2 месяца, как мы поменяем эту власть. Ну и потом я вам хочу привести примеры. Мы вот говорим, зарплата, например, на экспортных предприятиях, чтобы была не меньше 1 000 000 тенге. Что такое 1 000 000 тенге? Это $2000. Уважаемые друзья, на экспорт предприятиях в мире люди получают в среднем нефтяники $10 000, а на предприятия, которые производят металл и все прочее, заработная плата начинается от $3000 и выше, то есть 1,5 миллиона тенге. Наши соотечественники ездят в Южную Корею и, не имея никакой квалификации, не зная корейского языка, получают 1,5–2 миллиона тенге, то есть 3–4 тысячи долларов. Не имея ничего, образования, квалификации, ничего, на обычной стройке. Или просто уборкой территории занимаются женщины. 1,5 миллиона, миллион тенге получают. Наши люди уезжают в Великобританию, просто собирают капусту, обычную зеленую капусту, которая такая же зеленая у нас в Казахстане. И просто так зарабатывают 1,5–2 миллиона тенге, 3–4 тысячи долларов. И почему те люди, которые говорят, что это популизм нашей программы, думают, что наша капуста менее зеленая, чем капуста Великобритании? И почему те, кто собирает эту капусту в нашей стране, в лучшем случае получают 100 тысяч тенге, а в Великобритании они получают 1,5–2 миллиона тенге? Вы не задумывались? А все очень просто, потому что ваши деньги крадет этот режим. И мы можем это сделать немедленно. После того, как мы сменим режим, мы можем сделать немедленно, чтобы уровень оплаты труда был такой же. Поэтому мы говорим, на экспортных предприятиях обеспеченные валюты в долларах, никакой инфляции не будет, зарплата должна быть не менее 1 миллиона тенге. Мы говорим, что пенсионеры к существующей нынешней пенсии должны получать от государства минимум дополнительно 150 тысяч тенге. Мы говорим, что все пособия нынешние нужно поднять минимум в 2 раза. Мы говорим, что потребительские кредиты необходимо списать, это почти 8 миллионов человек. Почти 8 миллионов человек находятся в кабале. И люди некоторые говорят, как же так, они взяли кредит, они сами виноваты. Все не так, уважаемые друзья, потому что людям не доплачивают. Вот на тех предприятиях, где должны платить не меньше 1 миллиона тенге, им платят буквально 200–300 тысяч тенге максимум. А кто-то и 100 тысяч получает. То есть это государство ворует. Когда я говорю государство, это те люди, которые находятся у власти, их узкая прослойка. Они воруют у вас миллионы, миллиарды долларов, а вы, получая низкую зарплату, вынуждены брать потребительские займы, чтобы выжить. То есть это режим вас загнал в такую ситуацию. Поэтому в связи с тем, что в резервах страны свыше 90 миллиардов долларов, мы озвучили программу стоимостью 20 миллиардов долларов. Это списание кредитов, это выплата участникам ячеек по 50 миллионов тенге. Это выплата тем, кто действительно готов бороться с этим режимом, выйти на победный митинг. Им будет выплачено по 5 миллионов тенге или 10 тысяч долларов. На списание потребительских займов и так далее суммарно уйдет 20 миллиардов долларов. В резервах страны свыше 92 миллиардов долларов. Состояние Назарбаева, я уже говорил, минимум 200 миллиардов долларов. То есть
ресурсов у нас достаточно. И поэтому говорить, что нельзя списывать потребительский кредит, это большое заблуждение. Мы сменим режим и добьемся, спишем эти кредиты за счет государства, которое в лице Токаева и так далее грабило вас и не дает вам жить достойной жизнью. И я хочу сказать, что, например, вот на Западе государственное образование в Европе бесплатное. И когда я слышу слова, что это нереально, это вот реально присутствует сейчас. И более того, в 90-х годах было в Казахстане и было в бывшем Советском Союзе. То есть денег у государства достаточно, чтобы было бесплатное здравоохранение. Не нужен нам никакой там фонд социального страхования или медицинского страхования. Это все ерунда, потому что у нас 3,5 миллиона человек якобы самозаняты, но это безработные. Они не в состоянии оплачивать медицинские расходы, и это сейчас может сделать государство. Сначала мы этих людей должны обеспечить работой. И когда у нас будет работающая экономика, только тогда можно переходить на медицинскую систему страхования. Это не сейчас. Мы говорим, что нужно отменить утильсбор. Это искусственные всякие различные первичные сборы, которые приводят к удорожанию автомашин в несколько раз. Мы говорим, что и требуем, чтобы этот режим освободил всех политических заключенных. Уважаемые друзья, все эти требования, кроме освободить политических заключенных, носят социальный характер. Но вы прекрасно знаете, как в январе 22 года люди вышли в Западном Казахстане, в Мангыстау, и говорили «газ елю». И когда власть эти решения, требования не исполнила, тогда люди вышли с политическими требованиями. Требования Шалкет, парламентская республика. Поэтому сейчас мы выдвигаем экономические требования. Экономические требования, которые затрагивают интересы миллионов людей. И тогда, когда на митингах будут десятки тысяч людей, прозвучат и политические требования. Потому что мы знаем, что этот режим не будет это делать, не будет исполнять требования, он будет только запугивать. Но на штыках этот режим долго не усидит. Мы прекрасно видели в прошлом году, когда силовики переходили на сторону народа. Сейчас дикая инфляция, проблемы только нарастают, и уже четко видно, что этот режим не в состоянии решить эти проблемы. Не в состоянии. Посмотрите, что было в Южной Корее. Я слышу всякие возгласы, что мы не можем объединиться, мы трусы и так далее. Это все ерунда. Смотрите, как развивается мир. В Южной Корее тоже длительное время была диктатура, тоже расстреливали людей, и там было все пожестче, чем в Казахстане. Но Южная Корея, которая не имела вообще никакой промышленности, потому что основная промышленность осталась в Северной Корее, когда разделение на Северную и Южную Корею произошло. Южная Корея сумела избавиться от диктатуры, свергнуть своих диктаторов, посадить их в тюрьмы. Двух президентов, Родоу Чондухвана, южнокорейцы посадили в тюрьму на пожизненный срок. И сейчас Южная Корея одна из ведущих стран мира. Одна из ведущих, только средняя зарплата там свыше $3000, то есть свыше 1,5 миллиона тенге. Понимаете, что такое Южная Корея? Они это сделали, при этом не имея ни нефти, ни газа, ничего. И мы тоже это можем сделать. Просто для этого нужно снести этот режим. Для того, чтобы это сделать, сначала нам нужно научиться объединяться, преодолеть свои страхи. Что сегодня Токаев говорил? Он говорил, что о неком порядке, который существует, на некие законы, на которые он ссылается, которые не работают. Он говорил об ответственности, говорил, что будет преследовать. Вот этот любитель китайской сычуанской свинины забыл, что эта страна сама построила, его потомки сами построили современный Китай. Что были различные княжества, именно Чингисхан и его потомки создали тот самый единый Китай. И в Пекине сейчас стоит гигантский памятник Чингисхану. Чингис-хан. Только у тюрков были титулы хан. Не было никаких монголов. И вот этот любитель китайской сычуанской свинины, якобы мусульманин, хочет запугать 20-миллионный народ. Что он может сделать? Нам просто нужно отбросить свои страхи и действовать.